С этих помоек вся зараза расходится, вода сбрасывается, жалобы же идут, Волга позеленела, река Зай в Альметьевском районе, там еще чего-то сбросили без конца. Вот эти вещи отрегулировать для того, чтобы и бизнес в этом деле участвовал, и государственный контроль над этим был. Так, два профильных комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и экологии обсуждают документ. Суть сводится к одному. Государство обязано контролировать сферу вывоза жидких бытовых отходов. Нужны тарифы и нормативы. Последние 2 года частные ассенизаторы самостоятельно устанавливают цены, а отходы сливают во враг. Прежде всего, это социальная составляющая. Обязательство организации осуществляет транспортировку. В том числе, куда они, так скажем, сливают полученные эти отходы. Сегодня в Татарстане около 70% жилищного фонда подключено к центральной канализации. На селе канализовано чуть более 20%. Там не только частные, но и многоквартирные дома сливают отходы в выгребные ямы. Вывозом занимаются частники, цены устанавливают тоже они. Сегодня законодатели вышли с инициативой. Нужно ввести понятие «жидкие бытовые отходы», установить тарифы и определить ответственных за сбор и утилизацию. Мы понимаем, что цифры озвучены, 400 тысяч, там больше домохозяйств сегодня на комитете, да? СНТ. Почти там условно цифру представляете, сколько жидких отходов. Кто может из нас сегодня гарантировать, куда эти жидкие отходы делись? Так ведь? То есть задача законодательная какая? Определить в одном месте вот столько-то возникло жидких отходов, они же экологически опасны, мы с вами понимаем, что в канализации, и гарантировать максимальное, 100% желательно, их переход на стадию очистки. Когда у них антисептик или вот эта выгребная яма заполняется, они же приглашают, куда звонят? Сами же никак его не могут. Они звонят службы, давайте, есть там кто есть сегодня бизнес, этим занимается, купили машины, на этих машинах вывозят, они выкачали, дальше рассчитались, дальше куда? Мы не знаем. Этот вопрос законодательно не отрегулирован. Необходимо, чтобы они именно сливали туда, куда надо, а не туда, где вы там летом забираете ягоды. Мы хотим ускорить решение этого вопроса, чтобы мы, еще раз говорю, знали стоимость всего того, о чем мы говорим. Проблемы остаются и в части вывоза твердых бытовых отходов. К примеру, эти листья, замурованные в черные пакеты. Строительный мусор неделями лежит на казанских улицах не просто так. В законе не прописано, кто за него отвечает и кто должен вывозить. Еще одна законодательная инициатива от депутатов – у мусора должен быть собственник. Они предлагают, как только отходы попали в контейнер, правообладателем должен стать регоператор. Будет понятно, чье мы имущество перерабатываем, что с него можно получить в качестве вторичного, кто должен за это потратить деньги, кто должен получить на этом доход, и вся система встанет на место. Потому что когда есть самый главный вопрос, а чье это? Очень легко найти ответ на это. К ТБО хотят приравнять строительный и природный мусор, который до этого регоператор не вывозил. В селах мешочный мусор заменить на контейнерный. Приводим в порядок все территории, а когда подъезжаешь к мусорному этому загородке, там и яблони спиленные лежат, и строительный мусор, кто ремонтировал, все вываливают в кучу. Кто хозяин, кто будет собирать? Как это отрегулировать и сделать выгодным, чтобы у нас был полный порядок в этих делах? Регоператоры к новшествам готовы, но сразу предупреждают, будут и новые тарифы. Отходы из сельской местности, повторюсь, посредством мешочного сбора где-то вывозится, мусоровоз может приехать 2 раза в неделю. Если же мы устанавливаем контейнерную площадку, и в данном случае вступают нормы Санпина, когда региональный оператор должен будет вывозить отходы каждый день. А это соответствующие затраты. Пока это лишь законодательные инициативы. Они будут рассмотрены на ближайшей сессии Госсовета. После представлены коллегам в Москве. Алия Хайрудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.